Нацбанк РК нацелен прямо запретить покупать криптовалюту за национальную валюту, запретить биржи криптовалют, любые формы ИКО и майнинг. Сотрудничество в сфере кибербезопасности, а также криптовалюты обсудили главы центробанков стран Евразийского экономического союза, ЕАЭС, на заседании Консультационного совета по валютной политике государств ЕАЭС. Председатель Национального банка РК Данияр Акишев в интервью российской газете объяснил, почему в Казахстане планируют запретить криптовалюты. У нас есть четкое общее понимание, это не деньги, не мера стоимости, их нельзя использовать для платежей. Криптовалюта – это высокорисковый инструмент, который в основном служит для спекуляций, получения быстрого дохода. Все руководители центральных банков отметили, что криптовалюты представляют угрозу с точки зрения противодействия отмыванию преступных доходов, так как к ним неприменимы отработанные механизмы контроля, пояснил Акишев. Акишев выразил твердую уверенность, что Нацбанк РК нацелен прямо запретить покупать криптовалюту за национальную валюту, запретить биржи криптовалют, любые формы ИКО и майнинг. Если мы увидим, что какие-то организации превращают криптовалюты в инструмент отмывания, наши действия должны быть жесткими, такой консенсус есть. Пристально изучив международный опыт, мы увидели, что до сих пор многое остается неясным, прежде всего с точки зрения огромнейших рисков для граждан. Трансграничный характер криптовалют означает достаточно усеченную возможность государства их регулировать. Поэтому Национальный банк Казахстана нацелен на то, чтобы прямо запретить покупать криптовалюту за национальную валюту, запретить биржи криптовалют, любые формы ИКО и майнинг, рассказал он. В Армении уже введены жесткие ограничения. В России, если я правильно понимаю, по этим вопросам мнения разделились, и дискуссия продолжается. Единственной страной ЕАЭС, решившейся вести все операции с криптовалютами в правовое поле, является Беларусь, которая в этом плане, наверное, рассчитывает на большие рынки вокруг, в первую очередь российский. Иначе говоря, вряд ли в ЕАЭС сложится общий подход к цифровым активам. Я думаю, что об этом можно будет сказать через год-два, пока же мы просто находимся на разных этапах восприятия этого явления. Мы были бы очень рады, например, если опыт Беларуси окажется исключительно позитивным. Но сейчас, наоборот, видим очень большие риски в криптовалютах, до конца еще адекватно никем не оцененные. В любом случае очевидно, что если завтра вдруг будут потеряны активы частных инвесторов на бирже криптовалют, деятельность которой признана государством, то, скорее всего, этому же государству придется за это отвечать, ответил Данияр Акишев. Почему бы не разрешить хотя бы ИКО на контролируемых площадках, как планируют в России? Мы сознательно выбрали такой консервативный подход. Есть и еще более жесткий подход, прямо признать криптовалюту, допустим, воздухом. Ведь нельзя купить воздух над Москвой рекой. Точнее, можно, если вы найдете группу людей, которая признает, что этот воздух ваш, но с точки зрения государства, эта сделка ничтожна, право на этот воздух ничем не гарантированы, отметил глава Нацбанка Республики Казахстан.